Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Месяц сентябрь. Давайте посмотрим, с чего начнется ваша осень. Какие невероятные судьбоносные события ждут вас именно в сентябре. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Ого! Вот смотрите, какой китенок к вам в ручке плывет. Китенок, да? Потому что, смотрите, фонтанчик пускает. Это не просто рыба, это кит. Чудо-юдо, рыба-кит. Видите, по небу плывет. А вы руки, иди ко мне, иди, да, зовете. Плыви ко мне, моя рыбка. Слушайте, грандиозно, гениально. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Как будто бы, знаете, прорыв. Прорыв именно либо в личной жизни, да, потому что рыба у нас с любовью тоже ассоциируется, либо финансы, да, деньги, финансы. Ну, по небу плывет, сам плывет. Его ловить не надо, добывать его не надо. Он по небу плывет с левой стороны в правую, вашу. А вы прям ручки приготовили, да? Зовете, иди ко мне, рыбка. Замечательно. Месяц щедрый, урожайный. Месяц прорыва, хочется сказать. Ну, а как по-другому? Ну, когда еще такое было, чтобы рыбы сами по небу плавали, да еще и в руки? Ну, как бы кит, он, конечно, не рыба, это так условно. Это млекопитающее, но тем не менее. Фонтанчик прям показали. То есть фонтанировать будете либо любовью, либо деньги будут фонтанировать в вашей жизни. И то хорошо, и то засчитывается. Чем-то вы себе это заработали, чем-то вы себе это заслужили. Ну, либо смена сезонов, да, компенсирует вам те недостачи, которые у вас были ранее. Потери, неприятности, упущенные возможности. Ну, как бы, я так понимаю, в самом начале месяца, там буквально в первые 10 дней, случится нечто невероятное, нечто грандиозное. Так, еще, смотрите, здесь показан острый гвоздь. И кто-то вам этот гвоздь прям буквально под ноги подложил, чтобы вы шли и прокололи себе ноги, накололи ногу. Но вы этот гвоздь, вы его заранее увидите. И мало того, что увидите, вы еще и узнаете, кто вам этот гвоздь подложил. Персона максимально неожиданная. Вы даже поверить в это не сможете. Вы скажете, но у меня нет с человеком конфликтов, нет противостояния, никаких проблем вообще не возникало. Да мы плохо друг друга знаем, да, так скажете. Но я вам скажу, это не аргумент. Для ненависти, для зависти, для злобы это не аргумент. Ну, буквально, да, событие, которое раскрывает истинную личность вашего тайного врага. Когда вы знаете, кто это, да, имя, фамилия, где работает, где живет, ну, буквально у вас руки развяжутся. Вы сможете предпринять некие меры для того, чтобы этого человека от себя отвадить. И меры вы будете предпринимать достаточно, я так понимаю, жесткие. Ну, сначала вот этот первый шок пройдет, когда вы все узнаете, потом вы скажете, слушайте, ну так нельзя, ты кто вообще такой? Либо ты кто такая? Ты что тут себе думаешь? И да, вы будете себя защищать очень жестко. И вот этот тайный враг, он даже, либо она даже не представляет, что ее ждет. Хотели вам один гвоздь подложить, так вы этого человека и поставите, и положите на гвозди, еще и сверху потопчетесь. Да, вы будете очень возмущены. Но опять же, да, нужно опасность уничтожать, пока не поздно. Да, зачем вам это все? Так, еще. Здесь вот прошлое буквально из тумана вынырнет человек из прошлого, причем придет мириться, виниться и предлагать вам звезду и якорь. Звезда. Ну, скорее всего, звезда – это желание и мечта.
А якорь – это стабильные отношения. Прям вынырнет из прошлого в момент, когда вы совершенно не ждете. У вас вообще здесь показано будет столкновение прошлого и будущего. Вот оно как будто бы столкнется на ваших глазах. А, кстати, вы еще сможете сразу все сравнить и понять для себя, что есть что, кто есть кто, и куда вам в прошлое либо в будущее идти. Не знаю, в этой отсыпке очень много любовной энергетики, и кто-то из вас вот действительно осенью, в сентябре встретит того самого, либо ту самую. Кстати, одно другое не исключает, да, и любовь может быть, и деньги. Такой вот дар осени, да, осень золотая, осень щедрая, урожайная. Вот такой дар осени может произойти. Человек из прошлого, кстати, очень сильно изменился. Я бы даже сказала, возмужал, повзрослел. И в сегодняшнем дне действительно есть что предложить. Вот прям конкретно есть. Не так, что голословные обещания, а есть за душой, как говорится, да, там и возможности, и там быт, лад, имущество, да, все есть. Человек очень изменился. Стал, можно сказать, лучшей версией себя. Либо стала, да, если вы мужчина, женщина идет из прошлого. Но все равно прошлое и будущее столкнутся. И вы воочию увидите, с кем, с чем имеете дело. И сможете сделать очень четкий, правильный, выверенный выбор. Вот так вы еще не выбирали. Легко будет выбирать. Еще по поводу этого человека могу сказать, что Луна в руках, это, знаете, некая еще тайна, да, человек раскроет тайну. Может быть, раскроет тайну происходящего в прошлом, либо почему так все случилось, либо, может, еще какую-то тайну раскроет. То есть, в принципе, с дарами идет, да, не с пустыми руками, с дарами, и есть конкретное предложение. Якорь – это стабильность. Стабильность, причем во всем. В любви, в быту, в отношениях, да, может предложить, может себе позволить. Для человека это как крайний шанс, да, последний шанс, если хотите. И человек вот воспользуется этим шансом. А может быть, человек узнает, что вы с кем-то другим уже общаетесь, и скажет: ой, надо спешить, иначе потеряю. И, кстати, у кого-то так и отыграется, что, возможно, вы согласитесь на отношения из прошлого. Почему? Потому что любовь, она так просто не умирает, она так просто не уходит. А когда вы действительно убедитесь, что человек очень сильно изменился, вы скажете: почему бы и нет? Почему нет? Да, человек стал лучше, другим, я это вижу. Но опять же, сердце не обманет. Вот. А кто-то, наоборот, перестанет сожалеть о прошлом, скажет, что все. В прошлом так в прошлом, да, не надо. Можем дружить. Не часто, да. Я выбираю будущее. Так, с правой стороны у вас здесь образ каких-то елок. Это елки. Либо какие-то маленькие хвойные сосны, например. Но эти елки, они начинают расти. И расти достаточно быстро. Буквально растут не по дням, а по часам, по минутам, по секундам. Какой-то небывалый рост. Рост, например, ваш и кого-то из ваших близких. Либо еще может отыграться рост того дела, которым вы занимаетесь. Но тут не одно дело, тут несколько елок. Возможно, вы сразу будете заниматься несколькими делами, и у вас это все прям будет очень получаться, растет как на дрожжах, и вы думаете: о, вот это да, вот это поворот. Я говорю, осень очень благодатное время. Еще и не холодно, да, особенно в сентябре. Еще и не холодно, но уже и не жарко. И вот что-то меняется, мне идет, что-то меняется. Могу предположить, что заканчиваются космические штормы, да, и меняется сама расстановка сил на небе, планетарная расстановка. Но это вам, наверное, больше эти астрологи расскажут, да, не я. Так, здесь смотрите, какой у вас конь. У него рог. Это не просто конь, это единорог. Видите, вот его морда, вот он рог, вот шея, вот тело, круп, или как там называется, да? И круп — это там, где грудь. Вот эти ножки, вот задние ножки, и вот он хвостик. С таким конем все точно будет хорошо. Конь вообще очень мощная фигура.
особенно в песке. А если учесть, что это не просто конь, а единорог, то здесь какие-то невероятные ваши мечты и желания будут исполняться просто вот по щелчку пальцев, да. Не успела загадать, уже исполнилось. Либо дела будут очень быстро спориться. Там, где раньше вы ждали там годами, месяцами, неделями, тут буквально вот там за 3 секунды все будет решаться. Ну, за несколько минут, допустим. И также у кого-то это прям верный признак того, что работа идет к вам, да, либо новое дело по судьбе идет, дело вашей жизни, дело вашей судьбы, работа, на которой вы высоко подниметесь, либо бизнес, в котором вы сможете не просто стать успешными, но и знаменитыми, да, популярными, сможете стать очень знаковыми людьми, значимыми. Хороший знак. У кого-то прямая отсылка к тому, что будет повышение по карьере. Вот прям не ждете, вам не обещают, такой возможности сейчас нет. Но вот все может поменяться в моменте. Будет повышение. Причем повышение по единорогу чудесное, волшебное и, скорее всего, на несколько ступеней вверх. Также конь символизирует собой дороги и поездки. Может, вы сейчас ничего не планируете, либо уже ничего не планируете. Но, опять же, как я говорила, ситуация может поменяться в любой момент, и дорога вам откроется. Либо кто-то позовет, либо кто-то оплатит, повезет. Да, и такое может быть. Хороший знак. Конь крупный, еще единорог. В принципе, я вам так скажу, мечтайте, загадывайте, особенно все, что связано с работой, с бизнесом, с движением, с дорогами. И все у вас будет получаться. Единорог, он рядом, он на вашей правой стороне. Точно все будет для вас, ради вас и в вашу сторону. Так, еще. С каких-то попугаев вы выщипываете перья. И эти попугаи, они настолько сконфужены, они даже не сопротивляются. Попугай в песке птица очень такая спорная. И всегда, знаете, вот в отличие от птицы, обычной, там, неважно, голубь, орел, ворона, попугаи, они всегда передразнивают и всегда говорят гадости и глупости. Очень похожи на неких людей, сплетников, говорунов, у кого язык без костей, но вы с ними точно разберетесь, и они не будут сопротивляться. Потому что вы их загоните, скорее всего, в угол и предъявите свои доказательства. Собьете спесь, вырвите перья, а общипанными, конечно, они не будут показываться на люди, они будут этого стесняться. Ну и также, если у вас были какие-то оппоненты, с кем вы вот прям переговаривались, найдете такие аргументы, которые полностью как общипают этих попугаев, там, либо вы скажете, и такой резонанс идет, и все перья выпадают. То есть поставите на место, укажете на место, покажете, кто в доме главный, да, либо с кем можно, с кем нельзя дерзить, там, либо так общаться. Сейчас вы этого не планируете, но события развернутся именно таким образом. Еще у вас показан ключ и змея. Змея, какая бы она проворная ни была, но до ключа ей не дотянуться. Здесь вот змея хотела бы этот ключ то ли получить, то ли проглотить, скорее всего проглотить, чтобы вам не досталось, да, чтобы ей было. Но не выйдет, этот номер не пройдет. И я вижу, что как бы она ни старалась ключ не проглотить, а вы вовремя, например, узнаете, заметите, или даже если не вовремя, все равно она ничего, эта змея, сделать не может. Ключ вам достанется. Ключ — это знание, это информация, это действительно ключ, который открывает все двери. Вот в сентябре змея точно проиграла. Вот прямо голодная будет ходить, проиграла. Это не ее время, это ваше время. И еще, мои хорошие, если у вас была ситуация, допустим, конкуренции, либо соперничества там, с другим мужчиной, либо с другой женщиной, неважно по какому поводу, это личная жизнь, это работа, либо еще что-то, считайте, что сам сентябрь вручает вам в руки все ключи. А эта змея, она бы и рада, но поделать ничего не может. Да? Ничего не выйдет.
Здесь явный перевес в вашу сторону и очень мощная поддержка вас идет. То есть, в принципе, при желании вы бы могли эту змею прям приговорить на месте. Но, скорее всего, вы руки пачкать не будете, либо у вас другие интересные дела, поэтому вам ключ бы взять и дальше идти. Так, вот здесь птенцы показаны. Птенцы такие интересные. Один побольше, другой поменьше. В гнездышке сидят. Птенцы. Вы с кем-то начнете общаться. Это как начало общения, да, возможно, с двумя разными людьми. Вы начинаете общаться в сентябре. Но, видите, эти птенцы, они влияют на вашу судьбу. Они на линии жизни у вас сидят, на линии судьбы. С одним человеком вы сами инициируете общение, а другой выходит на вас, да, выходит на вас. И я вам так скажу, за месяц эти птенцы, они превратятся в полноценных птиц и полетят высоко в небо. Очень какое-то качественное, продуктивное общение, очень полезное для вас и далеко идущее мне идет. Да? Это не просто пообщаться в сентябре и потом все, перестать. Нет, это в долгую общение, и вам будет очень приятно. Дальше. Сентябрь подкинет вам несколько ситуаций, когда вам нужно будет выбирать. Причем, знаете, еще идет несколько раз вы выбираете, и один раз выберут вас. Выбирать вам будет, в принципе, несложно, потому что вы знаете, чего вы хотите. Вы не позволите себя там с толку сбить, либо как-то манипулировать вами, да, внушать вам. Нет, вы не позволите. Вы знаете, чего вы хотите, и выбор вы этот получите. Да? Спокойненько выберите свое и дальше пойдете. Но там, где будут выбирать вас, про этот выбор вы знать не будете. Ну, либо вы узнаете, когда уже все закончится, когда вас уже выберут. Да? Выбирают вас, и рядом с вами тоже вполне себе достойные люди. Я ничего не буду говорить, люди все одинаковые вышли, достойные. Но слепой жребий, либо провидение, да, помощь высших сил, палец указывает на вас, выберут вас. Я не знаю, что это за выборы, что это за селекция такая, но такое впечатление, что люди не знают, кого выберут, и вообще они, в принципе, не догадываются, что происходит этот отбор, и кого-то выбирают. Вас как-то в письменной форме об этом уведомят. Да, какое-то вот письменное, что-то, документ, справка, письмо, да, вы об этом узнаете. Если честно, не поверите, но когда проверите, да, скажете, ничего себе. Кстати, будете считать, что вам очень сильно повезло. Сначала вы будете думать, что это некая ошибка, вам будет страшно поверить, а потом, когда все подтвердится, вы скажете, нет, это какое-то невероятное везение, не знаю, чем я это заслужила, но как бы оно к вам придет. Выберут именно вас, хотя другие люди тоже не менее достойны. И еще здесь какой-то жадный человек буквально подавится, не знаю, ресурсами, либо чем-то там подавится. И никто не придет помогать этому человеку, потому что человек из-за своей жадности со всеми на свете перессорилась. И люди просто будут наблюдать, да, как этот человек там давится, как ему плохо, но никто не сделает шаг и не протянет руку. И вы об этом узнаете, когда уже событие будет закончено. Этого жадного человека ждут большие потери. И у кого-то еще отыграется, что этот жадный человек, возможно, вам что-то должен, либо что-то вам обещал, но не сделал. И из-за этой ситуации вы можете долг изъять. Ну, либо кто-то там, кто представляет этого жадного человека, вернет вам долг. То есть, в принципе, для вас еще это выгодная ситуация. Дальше показывает женщину. Женщина, которая как звезда. У нее в волосах звезда, как вплетена, что ли, в волосы. Либо это какое-то украшение с красивой звездой. Где-то вы будете блистать. Прям блистать, вот как хотите. Какое-то мероприятие, в принципе, по жизни блистать. У кого день рождения, кстати, по звезде может быть такое, что у вас день рождения. Я вам скажу так, что вы, во-первых, красавица, а во-вторых, вы какой-то очень крутой подарок получите.
Подарок, который затмит прям все на свете. Сами себе даже можете позавидовать, что у вас такой подарок. Ну, звезда с левой стороны. Вы, конечно, этого не ждете, не планируете, об этом не думаете, но оно произойдет. И еще здесь показан с левой стороны очень такой интересный слон. У него очень длинные ноги, видите? Вот хобот. Кстати, слон держится за большого гуся. Слон, хобот, голова, тело и очень невероятно длинные ноги. Слоны у нас это достаток, это здоровье, это уверенное положение в жизни и некий статус, да? Конкретный четкий статус. Ваш слон под каким-то невероятным углом задрал свой хобот. Видите, прям буква В, латиница. И хобот слон положил, либо опирается хоботом на большого такого гуся. Что-то, что вы уже знаете и умеете, приведет к тому, что вы, допустим, сможете больше заработать. Либо это станет вашей форой, да. Вот я не только это умею, но и это. А здесь у меня вообще опыт там 20 лет. И также, мои хорошие, кто-то уже вкладывался, либо будет вкладываться гусем, да, ресурсом будете вкладываться там, в знания, в образование, в какие-то проекты. И это позволит вам наконец-таки этого слона получить. Длинные ноги говорят о том, что слон долго не появлялся в вашей жизни, либо вы себя не чувствовали стабильным, успешным человеком, благополучным человеком. И вот, наконец-таки, на длинных ногах он входит, опираясь на гуся, на ту работу, которую вы уже провели, либо на то, во что вы уже вложились. Хобот ставит буквой В. Вот. Вам бы этого слона еще и откормить, ну, делать свою работу, вкладываться в себя. Вообще будет идеально. Но он идет в вашу сторону. Идет со стороны, где вы его не ждете, в вашу правую домашнюю сторону идет. Так, и еще какой-то колокольчик показан. Колокольный звон, колокола. Что-то такое колокольное. Но опять же, свадебные колокола. Да, кто-то на свадьбе будет гулять, кто-то замуж будет выходить, кто-то жениться, кто-то детей будет выдавать замуж, женить, кто-то родственников. У кого-то еще может отыграться как какой-то серьезный большой праздник. Ну вот, ну как свадьба, но не свадьба, да. Важный такой момент, либо очень сильно на вас это повлияет. Ну, понятно, что если люди женятся, это очень сильно повлияет. А если ну, даже выдаешь замуж кого-то, женишь, тоже влияет. Но если это какое-то мероприятие, ну, тут немножко по-другому, да. Сильно идет влияние, но при этом для вас это прям как-то очень интересно, выгодно, познавательно. Знакомств много будет, я поняла. С разными людьми познакомитесь. Либо многие люди вас узнают и о вас узнают. Понимаете, вот подойдут познакомиться. Расширяется ваша записная книжка, и много-много новых контактов появляется. И опять же, вас увидят с лучшей стороны. Вы на многих произведете впечатление, ну, потому что вы красивый человек, вы очень элегантный человек, вы прекрасно выглядите, вы здорово держитесь, и ну, вы интересные люди. Это тоже хороший знак. Ну, а если свадьба, знаете, что свадьба будет счастливой, ну, как не свадьба, а союз, да, союз будет счастливым, и в такой семье детей будет много. А если дети уже, ну, как не актуальны, то, скорее всего, много будет денег. Ну, люди очень хорошо друг к другу подходят, да, это плодовитость, или как это называется. Но у кого-то дети, да, у кого-то деньги. Так, и еще. Тут кто-то на вас повиснет, но ненадолго. Тут буквально какой-то человек выбился из сил и на вас как будто бы повис. Но на несколько минут потом придет в себя, и все будет хорошо. Вы кому-то очень сильно поможете. В момент, когда все там отморозились, да, либо отвернулись, вы кому-то поможете, по-настоящему поможете, подставите плечо, либо увидите, что человеку не по себе плохо, да,
как-то поучаствуете. Это очень хороший, благовидный поступок. И поверьте, тот, кому вы помогаете, в долгу не останется. Да, человек окажется благодарным, и человек, будет, наверное, за один ваш поступок постоянно что-то для вас делать. Даже если вы не хотите, все равно человек будет делать. Также, мои хорошие, если в вашем доме, в вашей семье была ситуация, что кто-то по состоянию здоровья, по каким-то другим причинам на вас буквально висел, то есть вы отвечали за этого человека, а человек был у вас на попечении, на содержании, то в сентябре произойдет некая такая перемена, которая буквально вас не то чтобы удивит, она вас очень порадует, да? Потому что человек уже стоит на своих ногах и на вас совершенно не опирается. То есть пойдет на поправку, исцелится, займется делом, да, вот как-то легче себя почувствует, лучше почувствует. И здесь вот прям сепарация, разрыв. Человек стоит на своих ногах и ни на кого, в том числе на вас, уже не опирается. Но с правой стороны это на благо вам. Может, вы и не против были, но все равно это тяжело. Но на благо вам отыграется, что человек встанет на свои ноги, да, и будет вам очень благодарен за все, что вы сделали. Так, здесь какие-то шарики будут лопаться. Шарики. Что-то раздутое, да? Что-то эфемерное. Что-то, вот как раздутый воздушный шарик. На самом деле этот шарик, он маленький, да? Но если его надуть, он как бы такой огромный кажется. Здесь пересмотр целей, намерений, планов, желаний. И, возможно, даже выход из какого-то обмана, либо самообмана. К сожалению, в жизни так иногда бывает. Мы во что-то верим, мы чего-то хотим. Мы думаем, это лучшее для нас. Но на самом деле как бы оно не лучшее. И вот у вас эти шарики, они сдуваются, либо лопаются. И такое отрезвление приходит, да, четкий взгляд, четкое понимание. Это неплохо, это не больно, это не будет для вас какой-то травмой. Наоборот, это некий момент просветления и понимания, что почем, кто есть кто, и куда на самом деле вам вкладывать свои ресурсы, силы и здоровье. Что желать, чего хотеть. Это неплохо. Дальше здесь показаны волны. Волны — это волнение. Но у вас волнение в позитивном ключе. Не в негативном, а в позитивном. То есть что-то такое будет хорошее происходить, что вы будете испытывать некое волнение. Волны у вас невысокие. Невысокие, но вы волнуетесь. Возможно, вы стараетесь не волноваться, но с собой ничего поделать не можете. Будет какой-то повод, какая-то серьезная причина, где вы будете испытывать волнение, но в позитивном ключе. Да? Может, вы кого-то будете встречать, с кем-то встречаться, общаться, договариваться, да? Какие-то важные проекты начинать. Как бы волнение, конечно, это не то, что должен испытывать человек, но даже в позитивном ключе, наверное, не надо. Держите себя в руках. Так, здесь у меня сытая, довольная пчелка. Она не работает, она больше, знаете, как отдыхает. У кого-то вот есть счастливчики, да, у кого в сентябре будет отпуск. Все вернулись с отпусков, начинают работать, а вы наоборот, да, бархатный сезон, вы там куда-нибудь на морюшко, либо в другое место. Но даже на отдыхе, допустим, да, если вы поедете отдыхать, вы все равно будете полны всяких там заданий, активности. Не вот это вот лежать моржом на пляже, но куда-то сходить, эти музеи, достопримечательности, какие-то интересные вылазки. Все равно как пчелка себя ведете, но уже не работаете, вы просто так отдыхаете. У кого-то еще может отыграться по этой пчелке, что на работе наступает очень приятный период. Период, когда не нужно метаться между цветами, там, добывать этот нектар, делать из него мед. Наоборот, вы можете отдохнуть. Возможно, было тяжело, потому что многие люди отсутствовали, да, были в отпусках, а теперь они возвращаются из отпусков, и у вас меньше работы, меньше задач, и вы можете просто вот приходить и отдыхать на работе. Опять же, сделали работу, да, время есть свободное, вы просто отдыхаете. И еще по такой пчелке у кого-то, кто ищет работу, вопрос закроется. Скорее всего, вы договоритесь, что вас возьмут на работу, да, подпишите трудовой договор,
Ну, а на работу вы выйдете, допустим, там, со следующего месяца. В сентябре вы находите работу, в октябре вы выходите на работу. И вот этот остаток месяца вы сможете прям вообще спокойненько отдохнуть, расслабиться, поделать свои дела без напряжения. Потому что вы уже пчелка, вас уже приняли в улей. Да? Больше работу искать не надо. Вот, просто проведете время очень качественно и хорошо для себя. Так, еще будет несколько новостей, но новости очень судьбоносные. И эти новости, они меняют сначала ваше настроение, а потом эти новости меняют ваше состояние. 2 птицы летят и садятся на линию жизни, на линию судьбы. И еще здесь так интересно показано, они как эти вертолеты летают, эти птицы, они сверху вниз спускаются, да? Не с земли, там не с веточки взлетают, а вот как с неба спускаются. Возможно, эти новости как-то связаны с правительством, государством, госструктурами, либо какими-то очень серьезными организациями, до которых так просто не дотянешься, так просто не войдешь. Но вот одна меняет настроение, следом летит другая и меняет ваше состояние. Да, здорово. Еще здесь... Так, а здесь показано, что в какой-то проблеме будет наконец-таки поставлена точка, и вообще какая-то гора вершину свою потеряет. Проблема, которая долго не решалась, либо ситуация, которая вообще никак не развивалась, либо ситуация как клетка, да, и вы в этой клетке находились, будет поставлена жирная точка, а гора потеряет свою вершину. И это уже не гора, а просто какое-то плато. Вот. С левой стороны не могу сказать, из-за чего это случится, либо почему это случится, как вы этого добьетесь. Ну, вот такая данность. Это произойдет. Потому что вы вообще ничего делать не будете, а сама судьба все сделает за вас. А в самом венце нам показывают 2 людей, которые объединяются, либо воссоединяются. Между ними очень четкая и плотная связь. Как ментальная, так и физическая, так и божественная. С кем вы так соединитесь, сойдетесь? Возможно, что кто по рыбе плывет, либо тот, кто из прошлого. А может, вообще это как-то связано даже не с отношениями, но, например, с какими-то вопросами работы и бизнеса. Но вот хочется сказать, что вы своего человека точно найдете. И вообще вы будете считать, что это человек, посланник небес, что это ваш земной ангел-хранитель. Вы безумно будете счастливы тому, что именно так все произошло. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.